Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии установились устойчивые морозы до минус 50 градусов. Такие холода характеризуются риском для населения. Об этом мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Геннадий Алексеев, начальник отдела профилактики чрезвычайных ситуаций и профессиональной подготовки спасателей службы спасения Республики Саха. Геннадий Гаврилович, добрый день. Добрый день. Скажите, вот сейчас в такие устойчивые и крепкие морозы, какие меры безопасности необходимо соблюдать, чтобы в первую очередь избежать обморожения и переохлаждения? Доброго дня всем. Ну, во-первых, вот когда стоят экстремально холодная погода, холодная низкая температура, в первую очередь без острой необходимости желательно не выйти на улицу. Но если уже настало такое время, когда необходимо выйти, то обязательно надо одеваться в соответствии с температурой. Перед тем, как выйти на улицу, по работе или по другим каким делам, необходимо обязательно поесть, попить горячего чая. Вот. Нельзя, не рекомендуем одевать тесную одежду. Одежда должна быть свободная. Или так называемая капустой одеваться, то есть… Вот, несколько слоев. Несколько слоев. Почему так? Потому что теплообмен между одеждами все равно есть, и она защищает. Во-вторых, тесная обувь, опять же, мешает кровообращению. Соответственно, поэтому надо одеваться обязательно, чтобы шапка была одета. Почему? Потому что 30% теплообмена уходит через голову. Вот, поэтому необходимо обязательно одевать шапки и варежки обязательно. Нежелательно, особенно это женщинам касается, вот, нельзя серьги или другие какие-то металлические украшения. Вот. Почему? Потому что они могут обжигать и получится ожог. Быстрее получит человек, значит, обморожение. Вот. Если уж водителям, особенно водителям касается дальнобойщиков, вот, обязательно предупреждать своих родных, близких, маршрут движения, когда поедут, куда поедут, и очень тщательно подготовиться к выезду. Это техническое состояние автомашины, вот, заправка, с собой брать обязательно необходимые инструменты, вот, вплоть до топора, бензопилы, вот, трос, который выдерживает по грузоподъемности технику, вот, в соответствии с его техникой. Вот. И вместо троса можно и желательно это канаты. Они очень хорошо вот, выдерживать и вытаскивать их можно, вот, буксировать технику. Вот. Кроме этого, водителям обязательно домкраты, баллонные ключи, вот, запасной телефон. По возможности, если есть такая возможность, необходимо иметь спутниковый телефон. В случае, если какая-то неполадка техники, то нежелательно, не рекомендуем выйти с машины и идти пешком, а необходимо подождать. Вот. Если уж так получилось, что сломалась машина, заглохла машина, то нежелательно идти пешком до деревни. Если уж пошли пешком, то по тому пути, откуда приехали. То есть по заснеженному месту вот, нельзя идти. Вот. Помощь все равно придет, и помощь придет по его следам. Если туман или же темное время суток, то обязательно надо на дороге поставить знаки. Знаки в соответствии с правилом дорожного движения ставятся за 30 метров. Ставятся знаки. Вот. Вот такие меры, они всегда помогут. Дальнобойщикам необходимо, значит, с населенных пунктов или зон, где есть телефонная связь, обязательно дозваниваться до своих родных и близких. Вот. И предупредить, что проехали такой-то населенный пункт, дальнейший пункт, его село такое-то, откуда он должен звонить. Вот. И такой же вопрос касается и туристическим группам, тургруппам. Вот. Вот это все, что касается по низких температурах, как себя обморозить. Вот. При обморожении, как избегать?
Вот. При омоложении обязательно надо найти теплое место. Теплое место. Как человек чувствует? Это боли, резкие боли, вот, и затвердение. Вот в этом случае, конечно, надо зайти в теплое место. Вот, и ни в коем случае не надо обтирать снегом, а сухой тряпкой или рукавицами обтирать то место, где уже вот, омоложение идет. Скажите, а вот если мы говорим о дальней дороге, уже в январе этого года бывали ли такие случаи, когда спасатели выезжали на помощь водителям-дальнобойщикам? Да, у нас уже есть случаи, когда дальнобойщики, автомашина сломалась, наши работники выезжали для оказания помощи. Пользуясь сегодняшним случаем, хочу довести до вас, вот, что в некоторых районах, это в Чурапчинском районе, в Татинском районе, есть спас-авто. Те люди, которые выезжают срочно реагируют на те звонки о помощи. Это и заведение автомашины, это и буксировка машины, вот, эвакуация машины. И есть такие вот службы. Вот. Сейчас вот конкретно действуют в Татинском районе и Чурапчинском районе. Такие есть, действуют. Ага. А вот совсем скоро начнутся крещенские купания. Служба спасения республики ежегодно принимает участие вот в таком мероприятии. Какие есть основные правила, которыми нужно руководствоваться, если кто-то хочет вот окунуться в ледяную воду? Да, крещенские купания, купания у нас проводятся, и по обеспечению безопасности наша служба практически работает. Вот. Значит, что необходимо? В первую очередь, это ни в коем случае в нетрезвом состоянии окунуться. Ни в коем случае. Второе, это зайти, если перед тем, как зайти, надо сделать упражнения. Гимнастические можно упражнения, согреться. После этого зайти. Второе, на ногах обязательно должна быть теплая обувь. После выхода, опять же, одевать теплую обувь и обязательно попить горячего чая. Если с вами ребенок, то ни в коем случае ребенка отпускать нельзя самостоятельно. То есть взрослый, вот, родитель обязательно должен быть со своим ребенком. Вот. Ни в коем случае нельзя столпиться. Больше там. Бывает, иногда заходят группа заходит, вот этого допускать нельзя. Чем чревата толкучка? Во-первых, возможно, при столпотворение создается, вот этого делать нельзя. Вот. Во-вторых, в целях безопасности вот, не допускается такое столпотворение. Там есть специальные работники. Ни в коем случае нельзя окунуться еще, когда нет медицинских работников, спасателей. Вот. В этом случае тоже нельзя окунуться. Скажите, а вот в Якутске работает Республиканский центр предупреждения профилактики чрезвычайных ситуаций. Какова деятельность этого центра? И если производятся какие-то экскурсии для тех, кто желает ознакомиться с работой или в будущем стать спасателем, то как можно туда попасть? Да, в 2020 году, 26 декабря, свои двери открыл Центр предупреждения профилактики чрезвычайных ситуаций в Республике Саха-Якутия. Инициатором открытия, создания данного центра является в то время Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности населения во главе с председателем Государственного комитета Левчиком Дмитрием Николаевичем. Сейчас этот кабинет уже министерство, статус поменялся. Вот. И соучредителями являются служба спасения, Государственная противопожарная служба и МЧС Республики. Вот, Главное управление МЧС России в Республике Саха-Якутия. Вот. Наш центр – это центр просветительный, образовательный. Вот. Можно здесь вы окунетесь, если подаете к нам историю создания пожарной охраны, историю создания гражданской обороны, история создания, как работает единая государственная система по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
и историю создания службы спасения. Наш центр находится по улице Лермонтова, 22, дробь 1. Вот. Классификационный центр по адресу. Мы в этом центре проводим не только просветительные и рассказываем о создании единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, мы и проводим занятия. Занятия проводим, допустим, как правильно одевать противогазы, для чего они нужны. Показываем практические навыки, обучаем, как правильно одевать спасательные жилеты, какие виды бывают спасательных жилетов. Совместно с ВДПО проводим занятия, совместно с Красным Крестом проводим занятия по оказанию первой доврачебной помощи. Здесь и оказание при потере сознания, искусственного дыхания, как провести, как оказать первую помощь при кровопотере, останавливать кровопотерю, или же, допустим, перелома, как оказать первую помощь. Поэтому мы всегда приглашаем, наши двери всегда открыты, вы можете посетить нас. Ну, желательно не более 20 человек, мы спокойно принимаем и проводим занятия, и экскурсии проводим по центру. Ну, получается, в этом центре человек может почерпнуть для себя очень необходимые знания, но, к несчастью, бывают разные ситуации. А как сейчас обстановка с несанкционированным выездом на лед? Вот потому что из-за теплой погоды автозимник же начался позже обычных сроков. Да, совершенно верно. Есть уже случаи, когда уже у нас зимний период нынче с летальным исходом провалилась техника. Здесь с 22 декабря по всей республике проводится 3-й этап всероссийской акции «Безопасный лед». Здесь некоторые могут понимать, что данная акция участвует только службы спасения, только Главное управление МЧС России по Якутии. Нет, здесь и орган государственной исполнительной власти непосредственно на местах организует проведение данной акции совместно с нами, с теми людьми, которые непосредственно работают по предупреждению выхода на лед, по обеспечению безопасности. Здесь и беседы, формы и виды работы, профилактической работы разные, и на местах они должны проводиться. И 22 числа они будут проводиться 3-й этап «Безопасный лед». Благодарю вас, Геннадий Гаврилович, за очень полезную, интересную информацию. Я думаю, что многие сделают сегодня для себя необходимые выводы. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя и до встречи в эфире.